Мы сделали основу, а теперь молодежи решать, каким дальше будет. Да. Вот так вот одномоментно сколько человек здесь может, вот, ну так не прикидывала? Здесь Без подвала? Без подвала где-то до 100 человек. Здесь до 100 человек, да? Ну это же все-таки здесь управляющие структуры, так ведь? В принципе, да. Ну и приходят, ну вот детям приходят в Сирию, да, в юнармию приходят. Но когда будет подвал, конечно, здесь будет уже такой... Это наш конференц-холл. Спасибо. Перед тем, как мы начнем, хотелось бы всех еще раз поздравить с сегодняшним грандиозным событием молодежной политики. Это открытие Дома молодежи, молодежного пространства Ешлек Хаус. Я думаю, это можно поаплодировать. Поистине невероятное событие. Собственно, сегодня в рамках этого открытия мы решили сделать такое небольшое общение с лидерами молодежных организаций, представителями различных субкультур, грантополучателями. В общем, самой активной молодежи нашей республики с вами Ради Фаритович. Вот. Я думаю, небольшое приветственное слово можно сказать ребятам, и мы начнем задавать вопросы. Добрый день, ребята. Я от души вас поздравляю, что у вас появился вот такой замечательный дом. Мы когда сидели в администрации с моими коллегами, мне почему-то сразу пришла мысль, я говорю, вот это должно быть такое современное, вот, ну, к сожалению, современное это иногда иностранные слова. Я говорю, назовите его Ешлек Хаус. И мне кажется, вот название полетело, на мой взгляд. Башкирский язык и английский язык, это все вместе. Вот, я вас поздравляю с новосельем. Мы действительно год назад приняли решение отдать это здание именно молодежи, то это вот самое, что ни на есть, инвестиции в будущее, потому что это инвестиция в вас, а вы – это наше будущее. И мы хотели вам действительно, вот знаете, создать какой-то уголок, где вы могли бы, вот все очень разные, причем вы могли бы здесь вместе быть. Поэтому вот очень надеюсь, что вам будет здесь хорошо. У нас есть план дальше, я жду от вас сегодня предложений, дайте мне эскизы или что. Там есть подвал очень неплохой. Подвал хочется сделать вообще зоной для такого же, ну, да даже парень с девушкой пришли, посидели, музыку послушали. То есть вот для неформального общения, для музыкальных каких-то концертов, какие-то праздники, чтобы вы... Я жду от вас предложений. Как только предложение будет, сразу ребята заходят, ремонт делаем. И я бы вообще старался, чтобы Новый год вы там уже отметили. Вот, здесь действительно согласен с вами, что, наверное, одни из самых ярких ребят, самых неравнодушных, активных. Я сегодня вас всех благодарю, что вы у нас есть такие. Правда, вот я очень признателен всем волонтерам, которые есть. Я вот лично очень хочу, чтобы у вас была возможность и развиваться, и совершенствоваться, и гармонично развиваться, и добиваться чего-то. Ну, надеюсь, вот какие-то наши шаги вам в этом помогают. Мы создали специально под вас Госкомитет по молодежи. Это огромная часть работы, где и Яне спасибо, она такую неравнодушную команду ребят подбирает и будет управлять. Наша молодежь вообще очень талантливая, мы побеждаем во многих конкурсах. Рад с вами встретиться, я ее тоже ждал, я сам торопил, когда вы ее сделаете. У меня было желание встретиться с вами 11 октября, но там немножко не успевали. Ну вот, мне кажется, вот сегодня состоялось самое такое хорошее событие. Но уже по ходу этого события, вот я для себя что принимаю? Вот ребята сидят, мои коллеги, значит, надо такое нам создавать в других городах. Прям вот посмотрим, переговорим с Столитамаком главой, крупные города, взять 5 городов, потому что молодежи у нас много. Вот это даже на Уфу это мало, но здесь вот в принципе управленческий какой капитал сидит, вот, управленческие структуры, потому что за каждым из вас, если посчитать за всеми организациями, ну, несколько десятков тысяч ребят, наверное, стоит. Так, понимаете, вот вы здесь партнеры для меня, потому что я тоже, хоть меня и народ избрал, я руководитель, я отвечаю за себя и действую от имени народа, а вы действуете от имени вот тех ребят, которые за вашими спинами стоят. Поздравляю еще раз. Давайте. Я готов к любым вопросам вашим ответить, поэтому, пожалуйста, спокойно. Спасибо большое, Ради Фаритович. Да, вот поднимает руку. Пожалуйста, представьтесь и свой вопрос. Здравствуйте, меня зовут Тимур, КВН, Республика Башкортостан. Вы сразу сказали, вам нужно предложение.
А мы подготовились сразу, мы так и думали, что есть место пространства в доме молодежи. Ну, вы прекрасно понимаете, что здесь полезной площади внизу на подвале реально где-то 400 квадратов. Сколько? Около 400. То есть и не использовать эти 400 квадратов, наверное, было, наверное, упущением. И понятно, еще бы хотел сразу, понятно, что другие не так любят просить, а мы очень любим КВН просить. Вот. Еще есть здесь уличное пространство. Хотелось бы, чтобы этих дверей черных там не стало, и это стало бы проходным таким пространством, чтобы как арт-квадрат, именно еще и его мобилизировать так, чтобы там, то есть, может, была стационарная сцена, чтобы сразу, то есть, там был, может, то есть, можно из этого пространства, я думаю, сделать такое, чтобы люди могли проходить и видеть сразу, о, прикольно, дом молодежи, и сразу же зарулил с другой стороны, чтобы вход был не только с этой улицы, а еще можно было заходить с той стороны. Тут гараж же есть у нас, да, еще? Вот гараж я предлагаю не трогать и оставить вам для чего? Склад. Вот, например, той же Лизе Алерт, им где-то хранить надо какие-то это. Тем же волонтерам мы не знаем, что нужно будет, какая помощь. Может, продукты, которые вы будете раздавать. Гараж бы я отдал под склад. Вам склад нужен будет. А идея с открытием пространства очень, на мой взгляд, хорошая. Она же для чего здесь была? Тут же довольно, таможенная закрытая территория, тут вон и бронированный такой сейф стоит, видели, наверное, да? Вот, поэтому Это для плохих организаций. я готов, вы сделаете видение ваше. Да? Нет, понятно, сейчас тогда сразу видение. Вот это нижнее пространство, мы уже, то есть, примерно прикинули, сразу нарисовали, как оно в принципе может быть. Там действительно, да, мне кажется, есть молодежные субкультуры. Вы сами видели, заходили, когда играли люди на гитарах. Здесь, понятно, люди в пиратском костюме сидят, из Черниковки приехали. Вот. То есть наше видение, что это может быть примерно как-то вот так, чтобы, то есть мы смогли... Это типа лофта, да, что-то? Да, это что-то типа лофта, понятно, там может быть и какая-то сцена, которая до выступления группы, артиста. Там, Вся творческая молодежь. Творческая молодежь сможет зайти именно на нижний этаж. Понятно, здесь более как бы офисная история, но всегда понятно, что охота с кем-то объединяться, коллаборировать, после мероприятия прийти посидеть, даже просто пообщаться, сделать какие-то выводы. Да даже вы вечером можете там здесь поработали, спустились, чашку кофе выпили. И такая хорошая, как это говорят, молодежное место тусовки. Да. То есть как-то вот так мы это видим. Если даете добро, то есть мы готовы, там, мне кажется, Яна Александровна готова приступить. Не мы, а мы, Яна Александровна. Раскраска-то это самое легкое. Ну, она такая Организацию молодежная. пространства. Нет, организацию пространства продумали. Продумаем, Раид Фаридович. Можете это делать? Ну, вот я уже коллег привел здесь, они посмотрят сразу. Ну, у меня согласуйте организацию пространства. Там очень много ниш всяких. Потом там очень внимательно надо посмотреть вот эти балки, чтобы безопасно было, чтобы, не дай бог, там кто-то не пострадал. Вот. По музыкальной я тоже думаю, но только надо как-то акустику продумать, наверное. Звукоизоляцию. Звукоизоляцию определенную. Вот. Мое бы видение, чтобы там какой-то маленький пункт питания был, это так называем, кафешка маленькая. Ну, кофе, чай, соки какие-то, там, бутерброды, это вот просто обязательно. Все остальное музыкальное, творческое, мы вот обсуждали. Вам надо организовать работу этого дома молодежи, чтобы здесь с утра до вечера жизнь кипела. А двор тоже сделайте, продумайте организацию, вы правильно говорите, как квадрат, посоветуйте с ними, там все можно разрисовать. Вот эту вот стену давайте мы граффити молодежное какое-то сделаем. Да, стена такая сочная, на самом деле, там все что угодно можно нарисовать. Вот давайте. Так, спасибо вам огромное за Дом молодежи. Я думаю, это действительно большая история, потому что долго к этому шли, это не первый год был. Давайте, друзья, нормально поаплодируем, громко, так, как Ради Фарид, чтобы действительно было понятно, что это Дом молодежи. А так, приходите на игры КВН. Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Давайте буквально еще один вопрос. И вот, да, пожалуйста. Да, здравствуйте. Уважаемый Ради Фаридович, от «Пираты из Черниковки», как правильно заметили КВНщики. Я Полина Людке, это Владислава Польчаковская. Мы представители уфимских фестивалей современной молодежной культуры, где соревнуются косплееры, танцоры, певцы и так далее. То есть эти фестивали, по крайней мере, до ковида проводились 3-4 раза в год. Мы предлагаем одно из подвальных помещений отдать под зеркальный зал для танцоров, так как сейчас в Уфе очень много танцующей молодежи, и им действительно негде заниматься. Смотрите, вы сами решите, идея хорошая, на мой взгляд. Она же, понимаете, вы зеркально сделаете, поставите вот эти перила, или как они правильно называются,
ну, чтобы там ПДД всякие делать. И оно не мешает вам потом общественное пространство сделать. Поставил диванчики, и вы можете там собраться, провести. Это надо обязательно сделать на одном из... Посмотрите, я за... Единственное, я что хочу сказать. Вот мы не решим все проблемы молодежи этим зданием. Нам очень по-умному надо к нему отнестись. Здесь мы собрали, подчеркиваю, мы собрали руководителей самых больших, самых крепких, самых работающих организаций. Ваша задача не столько здесь создать условия, чтобы приходить. Ваша задача управлять процессом. Вы должны управлять тысячами людей. А чтобы вы управляли тысячами людей, у вас должно быть место, где вы садитесь, раз. Место, где вы общаетесь, где вы вместе перетекаете друг от друга. Мне почему еще важно было, чтобы вы здесь были, чтобы вы общались с ними, чтобы они общались с вами. Чтобы дети Сириуса, которые приходят, а он приходит, один раз заглянул, какие-то волонтеры, может, он через день, через два, через год уже волонтером стоит. Здесь задача вас всех перемешать, чтобы вы брали друг друга самое лучшее. Спасибо большое. Давайте еще раз поаплодируем. Так, еще вопрос. Вот, пожалуйста. Еще раз добрый день, Радик Халитович. Меня зовут Азат, руководитель Лиги молодежной политики. Мы знаем, у нас есть конкурс фонда президентских грантов, гранты главы Республики Башкортостан. Но, как я думаю, многие тоже поддержат, было бы еще здорово, если этот фонд увеличился бы, так как на данный момент грантовая поддержка именно молодежи и молодежных организаций, она крайне низкая. Вот, как на это смотрите? Положительно смотрю. У нас сколько вот по году на молодежь? Нет, на молодежь сколько вот реально? На молодежи отдельно не считаем. Но не считаем. А вот если вот нам выделить, прям это надо сделать, и миллионов туда 10-20? 20 нормально. Да, у нас... 20 лучше, да? Только под молодежные инициативы, только для молодежи. Только молодежные. Но смотрите, распределяют всегда один фонд, да? Фонд содействия. Фонд содействия развитию гражданского общества, так нам проще. Там довольно строгие параметры, туда довольно люди принципиальные входят. Наша была задача, чтобы все-таки это действительно получали те, кто делом занимаются. Уже сейчас начинайте сбор заявок и так далее. Мне письмо, поручение Минфину сегодня же, и 20 миллионов в бюджете на 22 год. 22 год проживем, значит, как бы впрок пойдет это, а я уверен, впрок пойдет, так? И там будем увеличивать. Экономика получше, дай бог, станет. Договорились. Мы за вас очень переживаем, и мы хотим вам оставить после себя, на самом деле, чтобы вы росли, потому что, правда, как своим детям надо оставлять. И у нас с молодежью, с некоторой частью молодежи, разные взгляды на развитие страны, разные взгляды на какие-то управленческие вещи, разные взгляды на политику. Но это нас не должно, знаете, разделять вот так вот, что мы враги и друг на друга смотрим. Нет. Для меня вообще вот сюда, чтобы приходили все работали, взаимодействовали. И для этого, вот я говорю, мы в других городах будем создавать подобные учреждения, тоже будем искать хорошие здания, и чтобы развивалось. Уфе, наверное, Сергей Николаевич, вам надо подумать такую какую-то вот историю в центре, Черниковки или где так вот. Я думаю, что это должно, вот этот пример, он должен распространяться по всему городу, и в каждом районе должны быть именно эти училища. Но пока здесь вот это штаб управления процессом. Совершенно верно. Это штаб. И более того, мы можем загружать уже наши дворцы культуры, которые у нас не так заполнены. Да. И вот как раз вот и будут там и танцевальные клубы, и другие активности будут, где уже все готово. Спасибо еще раз большое за вопрос. Давайте поаплодируем. Все, вот, дальше. Здравствуйте, еще раз, Радик Фаритович. Запорожца Анастасия, заместитель председателя правления студенческими отрядами Республики Башкортостан. Мы 7 лет уже занимаемся возрождением студенческих отрядов республики, трудоустраиваем молодежь. Хочется сказать вам огромнейшее спасибо. У нас появилась очень такая большая амбиция. Мы хотим в следующем году провести всероссийский слет студенческих отрядов у нас в Уфе. Но мы без вас, без вашей поддержки вообще не справимся. Все поможем, только надо сейчас начинать организовывать. И самое главное коронавирус, чтобы мы все-таки
и вы, молодежь, нас услышали, что надо вакцинироваться. Вот как только мы вакцинируемся до определенного такого высокого процента, все пройдет. Потому что я сам считаю, что Уфа должна бурлить. Это столица большой республики, и мы цепляемся за любые спортивные, культурные, неформальные мероприятия. Я еще раз говорю, я за это, мы поддержим, мы найдем решение там либо через грант это решим, либо через бюджетное финансирование, потому что там нужно будет, и дадим вам самые лучшие точки, а вы сделайте это интересно. По стройотрядам, что бы я думал, вот я не анализировал так глубоко, но если рост идет, и ребятам это нужно, а это, мне кажется, для каких-то семей, для каких-то ребят, возможность за лето, 1050 даже заработать, неплохо же. Вот, и если надо какой-то, вы нам ставьте задачу тоже. Может быть, вам нужно организовать как раз УПК, да, там, чтобы они прошли во время учебы в ВУЗе, прошли, например, школу там, каменщика, там, стропольщика и так далее. Мы готовы здесь вам помочь. Понимаете, у нас есть такие возможности. Просто вы ставьте нам задание, и мы там УПК для вас сделаем. Спасибо большое за вопрос еще раз. Я думаю, вот можно дальше. Здравствуйте, Ради Фарич. Молодежное землячество. Меня зовут Айблат, я являюсь директором. И такой вопрос, и сразу же предложение. Вот РСО предлагает в следующем году провести слет. Также у нас проходят различные форумы регионального уровня. Вот. Нам бы хотелось проводить форумы федерального уровня, и для этого нужна постоянная площадка для того, чтобы проводить эти форумы. Есть такие лагеря вокруг Уфы. Именно вокруг Уфы надо, наверное, да? Чтобы если проводить федеральные форумы, нужна хорошая логистика, чтобы добираться недалеко от Уфы именно. Вот у меня такая мечта. Мне хотелось сделать несколько лагерей по типу, назвать их башкирским артеком. Хорошие здания, хорошие учебные корпуса, бассейны, спортивные. Такой мы сделали Орленок в Илишском районе. И то до конца еще не доделали. Сергей Николаевич, вас попросим поискать. Давайте так, я беру в работу это. По итогам встречи с вами, я же еще чиновник, по тем вопросам, которые там я какие-то поручения даю, выйдет мое поручение, оно обязательно к исполнению правительства республики. Поэтому мы попросим и город, и правительство внести мне предложение по лагерю. У нас несколько лагерей есть, там один лагерь мы у МПО, по-моему, забираем. Да? Вот давайте посмотрим какой-то. И он может действовать, его можно комбинировать. Вы же не все время форумы там будете. Да. То есть в какое-то время он работает как нормальный круглогодичный, а для этого нужны уже теплые здания и так далее. Работает как круглогодичный лагерь. Либо можно по-другому пойти. Я не знаю, бьется у вас в ваших интересах, не бьется. Формы разные бывают. Вот девочек, наверное, в авангард неинтересно ехать, это военные, да. Потому что у нас еще мы формируем авангард. То есть там, где совпадает по тематике, а это военно-патриотическая тематика, она очень большая. Вот можете туда. По этой истории, тем не менее, я жду предложений. Спасибо большое. Да, вот дальше микрофон можно передавать. Ради Фарич, первый вопрос такой. Вы часто ездите по городам и муниципалитетам Республики Башкортостан. Часто встречаетесь с главами администрации, жителями республики. Но есть такой момент, который, лидерами молодежного сообщества именно в районе. Это было бы хорошо, это предложение. И, второй вопрос. Я еще являюсь, помимо этого, руководителем волонтерского штаба Бурзянского района. Уже второй год подряд мы боремся, как и все вместе против пандемии, так и у нас каждое лето это лесные пожары. Всегда мы собираем, боремся. У нас в волонтерском штабе где-то 50 человек, это только предприниматели Бурзянского района. И хотелось бы такое предложение. Часто, когда уже ситуация уже настала, и надо сейчас прям выезжать, что-то делать, организовывать, тот же самый организовать питание, горючее, нужны средства. И у нас, благо тому, есть 50 предпринимателей, они быстренько скидываются, создается фонд. За счет этого мы покупаем продукты питания и ездим. Но у нас в республике, если бы мы создали такой, так скажем, даже фонд тех людей, которые действительно хотят помочь республике,
два предложения как бы с вопросом уже, да, все. Понял. По первому, ну, да, кстати, я когда езжу по районам, ну, практически, я стараюсь часто ездить по районам. Иногда я езжу, встречаюсь с медицинским сообществом. Сейчас я, ну, по понятным причинам. Иногда езжу с предпринимательским сообществом, встречаюсь. Иногда езжу со спортивным сообществом, встречаюсь. Иногда езжу там с промышленниками, встречаюсь. То есть, а вот вы точно сказали, я как-то вот специально приехать в тот же Бурзянский район и встретиться с молодежью, у меня этого не было. Поэтому давайте вот как возможность нашей такой работы. Это первое. Теперь второе. Давайте возьмем, сузим просто ситуацию, проанализируем ситуацию с пожарами. Значит, мы посмотрели, я сам видел, как работают волонтеры, я сам ездил туда, общался, награждал потом волонтеров. Но мы к чему пришли? Мы же там решение приняли, что мы поручили Госкомитету по молодежи создать здесь центр волонтерский. Здесь он не поместится, посмотрите где. То есть задача какая? Чтобы у нас на случай ЧС, пожара, либо чего, уже был расчет сил, средств и так далее. То есть вот обучение какое-то провести, там, элементарно там, безопасной жизнедеятельности, элементарно там, ну, простейшие правила ребят научить, как та же тушение. Элементарно, где хранить, соответственно, вот эти, значит, для пожаротушения оборудование, вот, рюкзаки эти. Вот это должна быть эшелонированная система подготовки людей, которые пошли, собрались. Мы обеспечим транспортом, мы обеспечим и этим. Мы потом же, вот, мы когда волонтеров собирали, мы, по-моему, были первый регион, когда пандемия началась, мы были первый регион в стране, который застраховал возможность нанесения ущербов, если человек заразился во время выполнения волонтерских функций. Поэтому вот здесь важна такая четкая организационная работа. Это очень важно. Здесь вот власть должна поработать. Поэтому мы постараемся. А финансирование мы под это найдем. Вообще волонтерам, конечно, спасибо. Это вот когда пожары тушили, я же пролетал на вертолете. Там в чем сложность-то? Сложность в том, что ну, иногда на лошадях, иногда по часу нужно было вот эти там 10 литров воды наверх дотащить, потом спуститься. Представляете? А никак не погасишь. Но мы, правда, еще вертолет сейчас пожаротушения купили. Как раз он будет зависать. И так что это, в следующее лето, дай бог, выдержим. Спасибо вам большое за вопрос. Давайте, можно дальше передавать. Здравствуйте, Ради Фаритович. Меня зовут Оскар, молодая гвардия, депутат городского совета. И вообще отрадно видеть, что у нас с каждым годом все больше и больше молодежи становятся депутатами. И лет 5 назад у нас был такой проект, когда молодые депутаты объединились и создали ассоциацию молодых депутатов. Туда входили у нас молодые парламентарии всех уровней, от депутатов сельских поселений до депутатов Госсобрания. И они реализовывали довольно значимые и полезные для территории проекты в области сельского хозяйства, в сфере развития территорий, образовательные проекты, регулярно мониторили общественно-политическую повестку на местах, проводили приемы граждан и так далее. И тут очень важный момент, когда ты один такой молодой депутат, это одна история, а когда ты понимаешь, что вместе с тобой 1000 человек, твоих коллег, это, конечно, совсем другой уровень принятия решений и возможность реализации совсем других проектов. В связи с этим у меня вопрос, Ради Фаритович, считаете ли вы целесообразным возобновить и реанимировать эту историю? Спасибо. Не могу сказать, потому что я как-то вот, видимо, это без меня было. Вот, это надо посмотреть. Я, знаете, как сейчас много создается, там чуть куда не пойдешь, там то совет, то ассамблея, то еще что. Надо посмотреть, если это полезно, и это каким-то образом действительно объединяет ребят и позволяет, ну вот, создайте. Моя же задача какая? Вы создавайте сами все. Моя задача вот плечо вот так подставить и профинансировать иногда. Вот, это главная моя задача, потому что вас где-то подтолкнуть, может быть, направить, где-то подсказать и, подчеркиваю, плечо подставить. А дальше вы должны вот, сформировать людей. Знаете, как людей же, знаете, как людей тянет за собой не деньги, людей тянут за собой идеи. Покажите, докажите мне полезность этого мероприятия, и тогда мы
Вот, я за полезность, чтобы было. Сделаем все возможное, чтобы это доказать. Спасибо вам большое за вопрос. Можно дальше. Здравствуйте, Ради Фаритович. Меня зовут Радмила, и я представляю Лигу юных журналистов и непосредственно молодежный центр «Вираж». У нас есть, помимо всех замечательных организаций, еще журналисты и игротехники. И вот у нас зимой проводится такой слет, как «Зимовка», на котором эти дети набираются новых навыков для поездки в Артек и на стажировку в лагеря, где непосредственно уже действует сам игромедиацентр. И недавно вот этот вот слет «Зимовка» лишился финансирования бюджетного, а к нам приезжали дети из детских домов и из малоимущих семей. То есть мы давали им шанс и возможность, и как бы непосредственно мои друзья, как меня как подростка, приезжали из разных уголков нашей необъятной Башкирии, и на данный момент этот, наверное, слет встал под угрозу. Потому что только дети, которые могут себе позволить, могут приехать. Можем ли мы заручиться вашей поддержкой вот в этом случае? Смотрите, вот Азат Шамильевич выникнет, изучит. Опять же, если это полезно, если для дела, если объединяет, как вы говорите, вот детей, которые не могут, может, что-то себе позволить, это нам. Мы найдем финансирование, там проблемы, если вы там и сделаем. Поэтому давайте делайте. Единственное, еще раз, что вам хотел сказать. Вот горизонт нашего планирования. До Нового года, вот до этого Нового года, давайте вот мы приостановим все, конечно, массовые мероприятия. До Нового года ситуация с коронавирусом вот окончательно не выправится. У нас в наших планах, если мы вакцинацию вот темпами этими будем идти, как раз к декабрю 80% вакцинируем, и тогда это даст возможность создать то, что называется коллективный иммунитет. Пока его нет, коллективного иммунитета. Вот, поэтому вы планируете вот на весну, на следующий год. Мы подумаем сейчас, что вам еще предложить, вот вам всем предложить. Мы построим дворцы спорта, мы отремонтируем парки, мы еще что-то сделаем. Это тоже все для вас делается. Но мы подумаем, что вам вот именно для молодежи предложить. Где-то форум, где-то помещение, где-то особый правовой, финансовый, налоговый режим для тех же стройотрядов. Да? То есть мы подумаем вам. Мы все это время будем думать над тем, чтобы вот вас к чему-то подталкивать, к хорошему, полезному. Вот, чтобы вы и те, кто за вами, выросли хорошими людьми. Вот это, что называется. Потом создали свои семьи, хорошую работу профессионалами стали, и мы вам дальше эстафетную палочку передали. Спасибо большое. Ради Фаридович, меня зовут Урал Каримов, Башкирская открытая лига КВН. У меня есть вопрос и пожелание. Начну с вопроса, он немножко масштабный, касается нашей республики. Вот 15 октября у нас стартовала перепись населения. И у нас республика же, она достаточно многонациональная, такая разная, многокультурная. И периодически бывает, кто-то пытается политизировать это событие. Я хотел узнать вашу точку зрения на этот вопрос. Смотрите, всегда есть кто-то, кто не согласен. Это нормально. Но я готов вступать в диалог со всеми, кто не согласен с тем, что я что-то не так делаю. А когда я ничего этого не делаю и возникает обвинение в том, что я что-то делаю, здесь сложно вести диалог. Моя точка зрения – это абсолютно свободно. Мне перепись нужна прежде всего. Вот как руководитель региона я должен четко понять, сколько нас живет в республике. Поэтому, первое, важно понять, потому что это вопросы правильного распределения ресурсов, вопросы правильного принятия решений и так далее. Второе, сама структура населения нам тоже понятна, там довольно много вопросов. Национальная структура – это такой, мы живем в очень… Общество же развивается, а представления о национальности, они поменялись очень сильно, понимаете? Поменялись очень сильно, что допускается даже 2 национальности указать, понимаете? Поэтому здесь самое главное, человек должен сам себя определить. А дальше это уже зависит, это происходит от того, насколько эффективна национальная политика. Это тоже очень важно. Насколько человек видит отношение к себе к власти, насколько у него есть возможность реализовать себя татарином, башкиром, удмуртом, русским, неважно кто. Поэтому я думаю, что особых неожиданностей я не вижу.
Вот мне кажется, структура, она же не может измениться на 100 тысяч, на 200 тысяч там, и так далее. Мне кажется, мы спокойно проведем. Меня пугает другое, что из-за коронавируса люди двери закрывают, наши не могут переписчики попасть, система, уровень цифровизации через госуслуги еще как бы не стал нашей явной жизнью. Вот это проблема. А так... Вторая просьба, она непосредственно башкирского КВН. Мы вот на башкирском языке развиваем игры. И у нас есть такой проект «Башкирская юниор-лига КВН». Это детский КВН, то есть на территории всей республики. Вот хорошо, что и Сергей Николаевич здесь. Вот в Уфе 20 лет уже Шаяниум проходит. Я сам вышел из Шаяниум. Радик Юлякшин наш тоже вот, знаменитый, тоже оттуда. Много кто оттуда вышли. Активные звезды, там блогеры сейчас уже. Вот, опыт хороший есть. Теперь мы хотим, то есть мы уже там 6 сезонов провели, надо развить еще больше, потому что башкирский язык через игру, через КВН, он гораздо легче пропагандируется и становится модным, то же самое. Потому что дети прям очень хорошо играют в КВН, и разных национальностей, и на башкирском языке играют. То есть помощь в этом плане, если еще будет, то будет все хорошо. Это опять какая помощь, что нужно в поручение. Если это Сергей Николаевич сейчас сделает, я с большим удовольствием это. Если он скажет, Радик Фаридович, нет, все-таки республика, тогда мне предложение, и я все сделаю. Госкомитет я еще раз помогает. Говорю, каждое ваше доброе начинание будем поддерживать. Мы вас пока собрались здесь, в этом здании, пытаемся вас объединить, а потом будем сюда и ресурсы подтягивать, и двигаться дальше. Поэтому так будет. Спасибо всем большое. Я думаю, мы уже будем завершать. Еще раз хотелось бы всех поздравить с этим замечательным событием. И небольшое, думаю, общее фото мы сделаем. Давайте еще раз поаплодируем всем за вопросы. Супер. Да, спасибо всем большое. Радик Фаридович, молодежь-то вас как? Много вопросов-то вам задали они. Да, мне кажется, они бы еще больше времени нет. Мы на самом деле не до конца дорабатываем с молодежью. Есть над чем задуматься. Мы сейчас, видите, мы принимаем системное решение. Первое – структура управления молодежной политикой. Второе – дом молодежи. Третье – концентрация финансов. Четвертое – инфраструктура молодежных лагерей и так далее. То есть мы должны системно двигаться здесь. Спасибо. Давай.